На сегодняшний день всего у нас зафиксировано 282 случая коронавирусной инфекции в Якутии, то есть за последние сутки плюс 19. Из них 17 это город Якутск, 1 Ленский и 1 Мегино-Кангаласский улус. Причем и в Ленске, и в Мегино-Кангаласском это связано с вахтовыми рабочими, которые были заранее выявлены, скажем так, и мы надеемся, что дальнейшего распространения все-таки этой болезни именно от этих людей не получит по этим улусам. Что касается города Якутска, то, к сожалению, мы видим дальнейшее расширение количества заболевших именно от Якутской республиканской офтальмологической больницы. Всего из этого очага у нас свыше 50 человек уже на сегодняшний день. При этом работа продолжается по дальнейшему выявлению пациентов в больнице, контактировавших с ними, работников, опять же, контактировавших с ними. И количество это может быть еще и больше в конечном итоге. Так? Но еще раз говорю, достаточно большой круг людей, уже даже не сотни, а тысячи людей сейчас вовлечены в сдачу анализов, именно связанных с Якутской офтальмологической больницей. Также хочу сказать, что мы вышли на рекордные уровни по количеству тестирований. В сутки проводится уже более 2500 тестирований. Это позволит нам, еще раз говорю, более эффективно и быстрее определять лиц с положительным результатом анализов. Также хочу сказать, что сегодня в Ленске уже подготовлена и начинает запускаться к работе новейшая лаборатория ПЦР, которая закуплена на средства Стройтрансгаза. И это позволит нам уже на месте реально верифицировать результаты по работников Чаяндинского месторождения. К сожалению, очень много разных выдвигается и озвучивается цифр, и многие тысячи, и практически, что все там больные. На самом деле это далеко не так. На сегодняшний день официально подтвержденных случаев лабораториями Роспотребнадзора у нас всего лишь 39. Из них 23 это те, кто находится на лечении в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, и 16 они, которые в легкой форме переносят ее на территорию непосредственно уже самих вахтовых поселков, в обсерваторах и в изоляторах, которые там сделаны. Также у нас 50 больных сейчас на прошлой неделе было вывезено в Омск. Анализы там взяты, но результаты еще нам пока не сообщили. Сейчас для более полной, такой точной верификации количества больных силами «Газпрома» и его подрядчиков, которые там составляют подавляющее большинство, проводится вторичное тестирование, забор анализов, которые должны дать четкий результат уже по количеству заболевших на территории именно Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Сейчас проводится работа по началу вывоза здоровых с Чаяндинского месторождения вахтовых рабочих, у которых срок уже закончился. Опять же, после проведения всех необходимых процедур, я думаю, что сегодня уже первые сотни рабочих с Чаяндинского месторождения будут вывезены уже в другие регионы Российской Федерации, откуда они приехали на работу к подрядчикам «Газпрома». В целом ситуация по Чаянде находится на контроле руководства правительства Российской Федерации, у руководства оперативного штаба, у Татьяны Алексеевны Голиковой, у Юрия Петровича Трутнева. Мы постоянно с ними в контакте, работаем также и с «Газпромом», и с его подрядчиками. Уверен, что, еще раз говорю, ситуация эта никоим образом не повлияет на ухудшение эпидемиологической ситуации ни в республике, ни в целом в стране. Спасибо.